гидроэлектростанции Тягумса. Значит, недоверие – это начало любого действия, даже самого маленького проекта. Я помню, что когда мне озадачили построить Сигулдскую санно-бобслейную трассу, то было полное сплошное недоверие. Значит, это недоверие губит всего. Вот, например, было задумано строительство за советские деньги. Был создан Даугавпилский ГЭС. Значит, отдельные люди, которые хотели зажить на этот свой политический капитал, приняли решение, что здесь слишком много русских приедет. И вот из-за этого только взяли, сорвали Даугавпилский ГЭС. А в каком мы сегодня положении со стороны энергетики находимся? У нас нет энергетических ресурсов, нет никаких ископаемых, угля, газа, ничего нет. Значит, а был бы электростанция, мы бы, так сказать, имели эту энергию. Я вас ловлю на слове про Сигулдскую бобслейную трассу. Да. Вот только что оттуда вернулся мой коллега Михаил Парахин. И вот его рассказ, а потом наш вопрос. Сигулдская бобслейная трасса не только самый грандиозный спортивный объект Латвии. Она настоящий символ. В первую очередь это символ ностальгии по тем временам, когда спорт в нашей стране был на пике популярности. А еще эта трасса – железобетонное воплощение дней нынешних в отечественном спорте. Сильно облезшая, но все еще работающая. Она повод для гордости, но при этом всеми обделенная. Данис Дукурс – многолетний директор Сигулдской трассы. Он же отец и тренер братьев-олимпийцев Мартина и Томаса. Дукурс-старший признается, в нашей стране на государство полагаться нельзя. Та же премия сыновьям за успехи в Ванкувере моментально ушла на подготовку команды по скелетону. Это большие деньги. Я думаю, что один сезон такого спортсмена, который участвует в Кубках мира и на чемпионате мира, и весь тренировочный процесс, где-то 20 тысяч лат одному спортсмену в год. Это при очень скромных расходах. Страна покрывает лишь расходы на коммунальные услуги, рассказывает Данис Дукурс. А тем временем по трассе давно плачет полноценная реконструкция. Своими силами удается подлатать лишь мизерную часть. К следующим Олимпийским играм 2014 года за границей особо не подготовишься, учитывая, что и сейчас простая поездка на сборы за рубеж вылетает в копеечку. Чтобы все это выполнить. Потому что 4 этапа Кубка мира за океаном, Канаде, Америке, перелет. Это в скелетон бобслей, чтобы перевести 1/4 отправить в Америку и 1/2 для одного экипажа. Это тоже огромные деньги. Да? В Сигулде давно привыкли полагаться лишь только на себя, говорит Дукурс-старший. А государство привыкло к такой выгодной самоотдаче спортсменов. Мы будем готовить инвентарь даже для таких людей, которые, может быть, неважно, сколько имеет его родители, но главное, чтобы этот молодой человек был талантлив, он был лучшим из тех, кого мы пригласили. Той же точки зрения придерживается и один из самых титулованных спортсменов в латвийской истории, двукратный чемпион мира и олимпийский призер в санном спорте Мартинš Rubens. На государство он не полагался никогда, но вера в то, что государство изменит свое отношение к спорту, в Мартинше все-таки пока жива. Конечно, было бы приятно, если люди, которые распределяют деньги в государстве, если они бы больше все-таки выделяли внимание тому, что есть люди, которые очень многое время своей жизни посвятили за так и за саму идею. А вот сейчас, когда уже этот уровень пришел к тому, что это уже мировой уровень, то все-таки чуть-чуть поддержать было бы неплохо. Самое обидное, признается чемпион мира, это когда ты в детстве уже выбрал дело своей мечты, начал усердно им заниматься, но потом понимаешь, что оно тебе не по карману и государство тебе не поможет. Поскольку есть спортивная школа здесь в Сигулде и также Мурянская спортивная школа, то есть возможность прийти, сесть на сани, прокатиться, и тренер расскажет, поможет. И если тогда уже желание появится, то, конечно, можно и со своей стороны достаточно много вложить. И, конечно, это желательно, потому что, как мы видим, в нашей стране ни в одном деле не так просто все идет. Да, Мартиншу повезло больше других. Семья насобирала средства на развитие будущей легенды спорта, повезло найти спонсоров, чем-то помогла федерация. Но сколько еще мальчишек и девчонок так и не попали в спорт из-за своей бедности? И как долго государство будет вспоминать о спортсменах лишь после побед, не вкладывая в эти победы практически ни копейки?
Если тяжелая ситуация с финансированием спорта будет продолжаться так и дальше, то, как уверены многие спортсмены и тренеры, в Латвии многие дети будут слоняться по улицам, а не тренироваться на Сигулской трассе. Михаил Парахин, Отто Айлс, Улдис Арбиданс, телекомпания ТВ5. Господа, мы специально вам показали сюжет, который, что называется, не является отраслью вашей специализации. А вот теперь скажите, что, предположим, завтра вы стали депутатами Сейма. Что конкретно вот каждый из вас готов сделать для того, чтобы положение дел на знаменитой Сигулской трассе изменилось? Господин Сержанц? Ну, в любом случае, если в стране деньги будут, они должны идти в спорт. Но если ситуация теперь такая, что надо выбрать, кому же все-таки дать, детям, пенсионерам или спортсменам, то, наверное, спортсмены все-таки остаются в этом ряду последними. Господин Затис? Очень согласен с коллегом, потому что если вы... Значит, коалиционная партия говорит, конечно. Да, но если смотреть с точки зрения приоритетов, конечно, приоритет сохранить разного рода социальные выплаты, в том числе пенсии, сохранить денежки для школ, для медицины, для полиции. У вас как-то пенсии сохранять будет... не очень получалось, вспоминая июнь прошлого года. Результат все равно получился достаточно неплохой, и пришлось, конечно, и непопулярные решения принять, но зато не развалилась экономика. Спасибо пенсионерам, которые потерпели, при первой возможности же денежки вернули. Но для того, чтобы профинансировать спорт, есть же все-таки достаточно разных вариантов. Один из вариантов, который в практике уже в Латвии реализовывался с олимпийскими центрами, это гарантии, даны от государства, да, со временем. Второй вопрос, что тоже, по-моему, достаточно важен, он был очень дискутируемый в парламенте, но мы все равно сохранили скидки налогов тем предпринимателям, которые жертвуют на спорт, но на те спортивные организации, которые советская лабома организация. Общественного блага, общественной пользы, статус то есть такой механизм тоже с трудом, но с большими дискуссиями, но сохранили, чтобы хоть как-то можно было помочь в трудные времена. Не всегда будет трудно, будет лучше будем. Я хотел бы добавить, что действительно, чем в стране меньше спортсменов, чем меньше команд, чем меньше детей занимается спортом, тем больше преступности. Это очевидно, чем больше детей. И при всем идут при этом на вы улицу. говорите, если нет денег, мы спорту не можем дать. Ну, значит, это будут клиенты тюрем латвийских и зон. Нет, но опять же, что лучше, с голоду умирающий пенсионер, это тоже не выход. Или ребенок в тюрьме. Кстати, да, хорошая дилемма. Я сам проходил через это. Моя дочь достигла хорошего уровня в спорте. В ручной мяч она попала в латышскую сборную женскую в свои 18 лет. И потом? Из-за неимением денег эту женскую сборную просто ликвидировали. Мужская сборная что-то еще делает, а их вообще ликвидировали. Господин Драуднич, вы завтра... есть деньги, я только за. Вы завтра депутат Сейма. Что лично вы готовы сделать для бобслейной трассы в Сигуле? Ну, во-первых, считаю бобслейной трассой своим каким-то детищем. И то, что я смогу сделать, это будет голосовать за увеличение бюджета в спорт. Это я говорю не только как возможный депутат, но это я говорю как бывший начальник отдела строительства и эксплуатации всех спортивных сооружений Латвии. А вот такое плачевное состояние, о чем говорит? О том, что в советское время плохо строили? Просто нет, там потрескавшиеся бетонные плиты, полуразрушенные ступеньки? Любой человек, любая машина, любой механизм и любая стройка, она свой век живет, когда-то бывает молодой, потом стареет и потом, так сказать, требует лечения или ремонта. О лечении людей пока у нас в стране абсолютно не думается. О спорте практически режет как можно и ничего не думается до сих пор. Я поддерживаю... В общем, вы будете голосовать, я вас понял. Короткий звонок от Виктории, тоже из Даугавпилса, что-то звонит, сегодня второй крупнейший город. Виктория, 15 секунд, добрый вечер. Вечер добрый всем, и вопрос всем в студии. Допустим, вы депутат и нарушили закон. Будете ли вы, как честный гражданин, отвечать за содеянное, или о выдаче или не выдаче вас пусть решает Сейм? Виктория, давайте уточним, что он нарушил закон. Порезал кресло в трамвае или человека убил? Нет, все равно. Все равно что? Наверное, о статусе неприкосновенности для депутата говорит Виктория. Господин Сержанц, очень коротко. Думаю, что любой депутат должен отвечать перед законом. Я себе не мыслю, что я когда-нибудь нарушу уголовный закон, но административно, конечно, могу.
Но Нет, если знаете, я бывает же нарушил, убийство по я неосторожности себя и выдам. так далее. Такие же вещи тоже бывают с человеком. Убийство по неосторожности. Если закон нарушен, то я считаю, что перед законом А все вы равны. знаете, у депутата же действительно статус неприкосновенности. А в Я вашей знаю, партии когда-то я знаю. такой депутат был даже спикер Ингрида Удре. Так вот, парламент не выдал на уголовное преследование бывшую вашу коллегу по объединению. Ну что, я в этом парламенте не был. Ваша правда, господин Затис? Мы всегда поддерживали идею о том, что каждый, кто, может быть, нарушил закон, должен иметь право защищать себя на суде. Тем самым мы всегда поддерживали идею о том, что иммунитет административный как минимум уж точно не нужен депутатам. А во-вторых, если кого-то и подозревают в чем-то, то его надо выдавать, чтобы он мог в суде оправдать себя и сказать: я действительно не виновен. Так, извините, случай господина Лембергса говорит о том, случай Банка Балтии говорит о том же, что суд может длиться 5, 8 лет, 12 лет. Так, извините, все это время человек как бы только должен доказывать свою... Ведь должна быть в стране, и она такая сейчас есть, такое взвешенное отношение между тем, кто кого-то обвиняет, и тем, кто себя защищает. Ну, нельзя быть такого, что сила обвинителя гораздо больше, чем того, кто себя хочет защитить. А сейчас у нас как? Прокуратура сильнее или адвокатура? Не, я думаю, в данной ситуации у нас это то, что эти судебные процессы длятся достаточно долго, часто доказывает то, что у нас именно и взвешена эта система, она и в жизни есть. Спасибо, господин Драудинш, неприкосновенность депутатов. Ну, я скажу так, что я не могу проступиться против своих действий. Вот сейчас, когда нас не допустили маленьких партий до телевизионных экранов, то я написал о том, что тех людей, которые голосовали за ликвидацию пенсионеров, ну, не за физической ликвидацию, а за умерщвление естественным путем, то есть оставляя без существования. Эти все 50 депутатов, которые голосовали за эту подлость, они нарушили сатверсме. И это доказал суд сатверсме, что нарушена статья сатверсме и отменила это решение, этот геноцид. И я вот написал письмо в Сейм, чтобы комиссия предусмотрела, что этих депутатов больше не допустить к выборам, потому что они нарушили клятву депутата. Потому что клялись они не нарушать сатверсме, но они нарушили, значит, они переступили. А что вы чувствовали, когда сатверсме нарушали? Я бы тогда посоветовал бы коллеге, который тут очень так концентрированно говорит об этом решении сатверсме стресса, прочитать бы это решение с начала до конца. Там ни в одном слове не было сказано, что так нельзя было делать. Там сказано было, что, во-первых, надо было заранее больше проинформировать, во-вторых, надо было пропорционально это относить и к тем, кто работает, и к тем, кто не работает. Я уже точно не помню третий основной пункт. Но сказано было там разного рода аргументы, но ни один из аргументов не говорил, что этого нельзя было делать. То есть можно было делать? Но ведь поймите... А вот смотрите, 3 октября лидер вашей партии Домбровский тоже придет и скажет: вы знаете, мы опять залезли в карман пенсионеров? Нет, такого не будет. Объясню почему, но я еще раз все равно хочу напомнить одно истину, которую много кто забыл. Если бы мы в тот момент не приняли бы бюджет, наша экономика бы развалилась. Все. Вот прям деньги пенсионеров спасли страну. Да, как ни странно, но это спасли. Сколько пенсионеров не дожило до вердикта Конституционного суда? Просто умерли? Дожили, получили. И я, например, встречал людей, которые тоже пенсионеры, они говорят: а нам наконец-то удалось какую-то более нормальную покупку сделать, ибо денежки сразу пришли обратно, так бы ни в жизни не накопили. То есть это прям филантропия какая, молодец какой, я у нас слайд, помог пенсионерам. Вы спрашивали, будет ли такие же решения 3 октября, ну, образно говоря. Да-да, нет, 4-го, да, таких решений не будет. Потому что вот поклясться можете, положить руку на самое дорогое, что у вас есть. Да. Смотрите, господин Сержанцев, вопрос. Я тоже был законопослушным членом нашего общества, хочу им быть впредь, но первый пример. Ремонтные работы. Школа в Калнцемсе. Это вотчина Союза зеленых и крестьян. Договор на работу заключили, оказалась липовая фирма. В итоге зарплату не заплатили. И прораб по фамилии Чеверс дал ответ: таково политическое решение.